Более 1800 масок и перчаток, тепловизоры для измерения температуры, 3 кабины для голосования, урна для бюллетеней. 726-й избирательный участок в сельском поселении Плиево почти готов к приему избирателей. Помимо традиционных правил проведения голосования, в этом году необходимо соблюдать и новые санитарные нормы. Свои условия диктует пандемия. Теперь в обязательном порядке на каждом УИКе должен быть стол с диссредствами. И еще один важный момент – не допускать злоупотреблений и не кучковаться в помещении. Как и на всех остальных, на 726-м участке предусмотрели отдельный вход. Всем, у кого отсутствуют средства индивидуальной защиты, на месте выдают маски. Далее избиратель направляется направо и, не нарушая социальную дистанцию, забирает у избирательной комиссии бюллетень и отдельную ручку. Далее направляется к кабине. Здесь, согласно новым требованиям Роспотребнадзора, не разрешается полностью закрывать кабину шторкой. Оставляет голос и направляется к урне. Опускает бюллетень, а чтобы покинуть участок, для избирателей предусмотрели отдельный выход. Избирательный участок 726 на базе первой школы Плиева планирует принять более 1800 избирателей. На месте будут работать 9 членов комиссии. Уже предусмотрели и стол для наблюдателей, а помогать в решении возникающих организационных проблем будут представители министерств и ведомств. Двери участка будут открыты все 7 дней голосования. В первые 6 с 10 до 19 часов, а в последний и основной день с 8 до 22 часов. Правда, многие все еще стараются избегать общественных места. До сих пор есть и болеющие коронавирусом, и соблюдающие карантин. А категории граждан 65+ и вовсе нежелательно нарушать режим самоизоляции. Но определить судьбу Конституции страны в этом году можно, не выходя из дома, и сделать это просто как никогда. Мы в устном виде принимаем заявление и в письменном виде принимаем. В устном виде мне через кого можно передать это заявление? Он может прислать, если болеет избиратель, то он может прислать своего родственника. Получим свои списки, уже будем работать по спискам. Будем выезжать. Сейчас на 726-м участке осталось сделать разметку для соблюдения социальной дистанции и получить бюллетени. В сельском поселении Плиево избиратели будут принимать еще 3 УИКа во 2-й, 3-й школах и местной администрации. К приему избирателей готовится и в Икажево. Это место председателя участковой комиссии. Здесь у нас рекомендации и порядок проведения. 718-й избирательный участок развернули на базе 1-й начальной школы Икажево. Здесь уже подготовили отдельный стол для работников УИКа. Перчатки, маски, антисептики, защитные экраны и одноразовые костюмы для выездов на дому. Стол с диссредствами и защитой стоит и у входа в здание, только уже для избирателей. Установлены здесь металлодетекторы, 4 кабинки, которые защитят тайну голосования перегородками с 3 сторон. График работы членов комиссии тоже готов. Осталось нам сделать разметку, соблюдение 1,5 метра. Сегодня это мы закончим. Мы также предусмотрели выход, отдельно выход. После того, как избиратель проголосовал, он сразу может выйти вот здесь. У нас отдельно 2-й выход. Если кто-нибудь почувствует плохо, у нас есть процедурный кабинет, медкабинет. Соответственно, у нас есть медсестра, которая работает, и санитарная комната. Перевязочный кабинет полностью оснащен. Все дни голосования будет работать и медсестра. Подготовленность избирательных участков на территории Назрановского района проверяет сегодня и инспекционная комиссия. Ящики опечатаны, оба ящика. Номера стоят? Тут каждая деталь требует внимания. Несмотря на целый день работы, пронумеровать переносные урны члены комиссии забыли. Особое внимание проверяющие уделяют и санитарной безопасности. У нас эти выборы отличаются от обычных тем, что кроме обычных условий, к которым все привыкли, таких как бюллетени, урны и так далее, у нас есть очень много правил, которые мы должны соблюсти для того, чтобы обеспечить безопасность людей, которые хотят отдать свой голос и проголосовать. Очень важно сделать так, чтобы эти выборы, это голосование, которое у нас пройдет, оно не привело к тому, чтобы у нас появились новые заразившиеся. А на улице закрепляют баннер, чтобы избиратели наверняка не перепутали участок. Понаблюдали также и за подготовкой 721-го избирательного участка сельского поселения Икажево. Здесь добивают последние штрихи. Голосование пройдет в спортзале 1-й школы. Помещение достаточно просторное и полностью оборудовано для проведения выборов. Всего на территории Назрановского района 1 территориальная избирательная
избирательная комиссия и 29 избирательных участков. Последний день голосования. На некоторых из них появится возможность проголосовать на свежем воздухе, чтобы минимизировать риски заразиться или заразить. Если условия позволят, то есть погодные условия позволят, некоторые участки будут вынесены, ну там, где хорошая площадка, большая площадка, и соприкосновения не будет, то есть будут соблюдаться санитарные нормы, это 1,5-2 метра расстояния между членами комиссии, между всеми участниками процесса, наблюдатели, средства массовой информации. Если эти условия соблюдаются в самом помещении, конечно, людям удобно вот в такую жару сидеть на улице целый день с 8 утра до 8 вечера, очень сложно. Но если вот это помещение, в принципе, маленькое, не позволяет соблюдать вот эти санитарные нормы, мы участки будем выносить на территорию. А оснастить площадки шатрами и всем необходимым уже задача местных муниципалитетов. Как сообщил глава администрации Икажева, на избирательных участках сельского поселения в дни голосования установят генераторы, чтобы наверняка не было проблем с электричеством. В общем, до самого последнего момента голосования по поправкам в Конституцию планируют принять активное участие. Начиная с 25 числа, мы и сейчас агитируем, начиная с 25 числа мы будем и в мечетях объявлять, и говорить, что это необходимо, что надо проголосовать. Это обязательно нам нужно для развития страны, для развития региона, что это необходимо. Будем агитировать, будем работать. Администрация примет полное участие в этом деле. Все для безопасности здоровья и жизни голосующих граждан на участках предусмотрено. Даже предъявлять паспорт в этом году будут на расстоянии. Также решили воздержаться от традиционных концертных программ на УИКах. И эти меры тоже предпринимаются с целью не допустить рисков заражения. Диана Дударова, Асхаб Белакиев, Новости 24.